Добрый вечер, Хайрлы Кич, ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. В студии Светлана Кадырова. Приветствую всех наших телезрителей. Итак, очередное 8 марта позади. Красивые слова сказаны, подарки получены, тюльпаны подарены. Наступило 9, сегодня 10 марта. И вроде бы как-то пытаешься сохранить ощущение высокого полета на высоких каблуках, но вот как-то жизнь подкидывает новые задачи. И вроде бы снова опять на скаку коня, да в горящую избу. Но, несмотря на это, мы решили сегодня завершить такое традиционное празднование 8 марта ток-шоу «Точка опоры» и поговорить, что такое женское счастье. Я бы, конечно, назвала тему программы «Между нами девочками», но учитывая, что это публично, все-таки обозначим, что такое женское счастье. Разговариваем об этом с нашими замечательными гостями, которых с удовольствием представляю. Светлана Михайловна Захарова, депутат Государственного совета Республики Татарстан, председатель Комитета Государственного совета по социальной политике, кандидат медицинских наук, член объединения женщин-депутатов Мархамет Милосердия. Рады вас видеть. Добрый вечер. Впервые в нашей студии Софья Альфредовна Мустафина, заместитель министра по делам молодежи Республики Татарстан. Здравствуйте. Добрый вечер. Наша любимая, обожаемая Гульнара Фатовна Габдрахманова, руководитель отдела этнологических исследований Института истории имени Маджани, Академии наук Татарстана, доктор социологических наук. Добрый вечер. Фирая Маратовна Сабирова, тоже не впервые в нашей студии. Рады видеть. Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью Минздрава Республики Татарстан, генеральный директор АБА Казань, заслуженный врач Республики Татарстан. Добрый вечер. Энже Дусаева, историк, автор проекта «Мир татарской женщины», соучредитель Института городских исследований ТАМГА, режиссер, кандидат культурологии. Все верно? Да. Приветствую вас. И Лейла Лерон, блогер. Тоже давно не было. Замечательно, что сегодня именно здесь с нами будете разговаривать на такую замечательную тему. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире, нас можно смотреть в группе ТНВ ВКонтакте. Девочки, давайте, если вдруг против, красные кнопочки, если согласны, синие кнопочки, если нейтрально, белые так и остаются. Начать предлагаю с нашего опроса пользователей в социальных сетях ТНВ. В начале недели задали простой вопрос, что такое женское счастье. Мы не знаем, кто отвечал, какая определенная категория, не анализировали, но результаты опроса нас удивили. Итак, что такое женское счастье, спросили мы. Был бы милый рядом, самый непопулярный ответ, 21% проголосовавших. Были бы дети рядом, максимальное количество проголосовавших 49%. Квартира, машина, бриллианты, лучше все сразу. 31% участников вопроса выбрали именно этот вариант ответа. Телезрителям мы также задаем этот же вопрос. Итоги подведем в конце программы. Я вот хочу спросить у гостей, какой вариант ответа выбрали бы вы, Лейла? Я бы выбрала, конечно же, был бы милый рядом. Во-первых, потому что у меня сегодня 3 года совместной жизни с своим мужем. Поздравляю! И когда я выходила замуж, я говорила, я буду за мужем. То есть всегда мужчина впереди, а я уже за ним. Вот поэтому для меня это и есть такой вот символ именно семейного счастья женщины. Но если именно женщина, то я попозже расскажу уже вот свое мнение именно женского счастья. Поэтому, девочки, пока говорите, что вы выбрали вы. Хорошо, что за 3 года у Лейлы не изменилось ничего, да, то есть, в принципе, ожидания совпали с реальностью. Фирая Маратовна, а вы? Ну, вообще-то, 2 варианта ответа можно? Ну, давай. Нет, сегодня вообще, можно. на самом деле, я соглашусь, был бы милый рядом, потому что, мне кажется, все другие ответы, они подразумевают, потому что дети должны появляться там, где есть милый рядом, ну, а бриллианты, машина, квартира, это тоже, в общем-то, как бы прерогатива мужчины, добывать это для женщины, потому что, поэтому женщина должна это получать от мужчин, поэтому был бы милый рядом. Энже, а вы? Я бы объединила все 3 варианта. В этом году у нас будет уже 20 лет брака. И мне кажется, что все-таки, если бы вы объединяли все 3 варианта или предложить что-то свое, то большая часть респондентов именно это бы и выбрала. И здесь я солидарна, что когда рядом есть любимый человек, есть и все остальное. И дети, вот, и самореализация. Спасибо, Светлана Михайловна. Я, наверное, отвечу так, это гармония в семье. Если есть гармония в семье, а семья – это семья, где и дети есть, и муж есть, и родители есть, да, то есть вот это настоящее женское счастье, и в том числе и работа там тоже есть. Гульнара Фатовна, тоже как все девочки, вот все пункты сразу. Знаете, я бы, наверное, как социолог, прежде всего добавила бы 4-й вариант ответа – это работа. А я думаю, что все присутствующие согласятся со мной в том, что семья – это очень важно для нас, но, наверное, еще очень важно быть
иметь любимую, успешную, хорошую работу. И как раз вот слагаемое женского счастья, наверное, вот все 4 позиции. Это красота, это любимые, это дети и это любимая работа. Вот по таким вот параметрам мы сегодня вообще гостей в студии приглашали. Чтобы еще и работа, еще и в разных сферах, еще и красивые, и замечательно, успешные, с гармонией во всех остальных аспектах жизни. Но я сейчас как раз, вы говорили по поводу самореализации. Представляю, у нас у каждого, да, мы сейчас видим о женском счастье свое, в принципе, схоже где-то. Цифра от социолога в апреле прошлого года Всероссийский центр изучения общественного мнения, в ЦИОМ, сейчас графику нам дадут, провели исследование, и слагаемыми женского счастья россиянки в первую очередь назвали семью и материнство. Это по 19%. Достаток 16%. Здоровье родных и близких 15%. Гармония в отношениях с партнером 15%. Самореализация 10%. В общем-то, не так сильно отстает, да, как мы понимаем. Светлана Макаловна, как на государственном уровне можно оценить счастливость женщины? Есть ли некий индекс, показатель? И насколько сегодня, мы же за что-то боролись, да, я так понимаю? Да. Мы боролись как раз за равноправие, которое у нас записано и в Конституции. То есть у нас права мужчин и женщин, они равны. И индекса, наверное, какого-то счастья на государственном уровне невозможно сосчитать. Можно просто благополучие наших граждан сосчитать на государственном уровне, чем меньше уровень бедности, например, да, и все программы, которые направлены у нас, направлены именно на то, чтобы наши семьи были счастливыми, да, но все равно женщины у нас в государстве немножко, скажем так, защищены. В первую очередь это трудовым нашим кодексом, да. То есть наша женщина, если она, наверное, женщина-мама, скорее всего, да. То есть не во всех странах женщина-мама, беременная женщина имеет право на отпуск по беременности и родам, и, соответственно, потом до 1,5 лет на отпуск по уходу за ребенком. Но по уходу за ребенком и папа имеет право, если мама идет работать, да, то есть, а вот по беременности и родам только женщина. По трудовому кодексу, особенно женщины, которые работают в сельской местности, у них сокращенная неделя рабочая, это 36 часов может она работать. У нас есть 100 профессий, в которых женщины не имеют права работать. Но у нас есть профсоюзы, и согласно их коллективным договорам, да, у нас есть возможность на так называемый материнский день 1 раз в месяц, если коллектив решает, что это будет, то или 50%, или полностью оплачиваемый 1 день в месяц мама может взять для того, чтобы провести его с ребенком. Но и материнский капитал при рождении ребенка, выход на пенсию, если у тебя 3 и более детей, ты раньше можешь выйти на пенсию, да, это и материнский капитал, который ты можешь использовать на накопительную свою пенсию. То есть вот в этом плане у нас, и, конечно, по административному и уголовному кодексу есть определенные преференции для женщин, у которой есть дети. Опять для женщины-мамы. В основном, конечно, это женщины-мамы, да. Как меняется структура острых вопросов, острых проблем, с которыми сегодня женщина-мама, в принципе, женщина обращается в Госсовет депутатов? Знаете, если вот брать 12 лет тому назад, даже 14, когда я стала депутатом и председателем комитета по социальной политике, все-таки обращение женщин было очень много, это с детьми с ограниченными возможностями. Защита их прав, это и материальное пособие, да, чтобы было увеличено. И сегодня в этом направлении уже идет работа. А сегодня, знаете, очень активные мамы, наверное, и опрос это показал, да, что женщина хочет иметь и автомобиль, и прочее, и заниматься общественной и политической деятельностью. То есть сегодня женщины становятся все больше и больше активными, и не зря у нас и женские форумы проходят, где женщины не просто защищают свои права, а они хотят быть активны как в политической, так и общественной жизни России. Хорошо, хорошие тренды, позитивные, да, положительные в целом. Опять всегда за что-то бороться надо. Дальше продолжим еще социсследования. Многие из них ставят материнство на 1-е место в рейтинге женского счастья. Большинство женщин репродуктивного возраста, графику сейчас нам тоже выдадут, не было графика, да, извините, хотели бы иметь детей. 88% женщин среди 18-45-летних хотели бы иметь детей. Чаще всего в мечтах 2 детей, 39% большинство, да, больше 3 хотели бы 28% опрошенных, более 4 – 9%. Только
только одного хотели бы иметь 12% респонденток. Это тоже прошлогоднее исследование в ЦИОМ. Вот, Ферая Маратовна, как мы в Татарстане выполняем этот пункт плана по женскому счастью? Если можно так сформулировать, ну и какой главный барьер на пути к женскому счастью, если уж семья и материнство это в топе? Если говорить о статистике, то, к сожалению, у нас рождаемость падает, но это, наверное, связано все-таки с определенными моментами и событиями. Не сегодняшнего даже дня, вообще в принципе тенденция. Я не буду сейчас говорить там о демографической яме и прочее, это, наверное, не об этом. Но женщины все-таки хотят иметь детей, и если говорить про ту узкую специальность, которой занимаюсь я, это женщины, которые, к сожалению, не могут иметь детей, но очень этого хотят. И я хочу сказать, что есть тенденция сейчас к тому, чтобы детей хотят иметь женщины в любом возрасте. И женщины более старшего возраста, вообще, наверное, вообще человечество молодеет, и женщина молодеет тоже. И сейчас женщина, скажем, в 40-45 лет, это очень активная молодая женщина, которая, в принципе, может и хочет иметь детей. Приходит к осознанному материнству, да? Осознанное в принципе, у нее уже все есть, мы про достаток, совершенно верно, да. Осознанное материнство, но при этом это могут быть 2 детей, она хочет 3-го. Это может быть 1 ребенок вырос, она хочет 2-го. То есть желание иметь детей, оно все-таки есть, и я думаю, что нам нужно его, конечно, поддерживать. И с точки зрения социальной поддержки, и с точки зрения здравоохранения, то есть давать возможность нашим женщинам беременеть, рожать и иметь здоровых детей. А что по состоянию здоровья? Насколько идут какие тренды? Могут ли женщины иметь детей? Насколько с бесплодием проблемы сегодня стоят? С бесплодием проблемы есть, они были всегда. Можно, нет, конечно... такого, что вот резкий рост проблемы? Вы знаете, на сегодняшний день, я думаю, что если даже этот рост, он как бы кажется больше, да, есть некоторые тенденции, но здесь, наверное, больше говорить нужно про мужское здоровье, потому что, к сожалению, мужское бесплодие вот точно растет. Если было еще 10-15 лет назад, это где-то 15% вклад мужчин в бесплодие, сейчас это до 40%. Что касается женщин, то здесь бесплодие, оно есть, оно, наверное, тоже чуть-чуть растет. Но на самом деле еще есть такой момент, как мы стали лучше диагностировать и быстрее предлагать лечение. То есть сейчас нет, во всяком случае, нет такой тенденции, что когда люди 10 лет старались и не получилось. Такого нет. То есть сейчас, во-первых, все очень грамотные и прекрасно знают, что бесплодие – это год половой жизни, и если нет детей, все уже бегут к врачу. И это правильно. Сейчас нет такого, что вот они там 10 лет ждали, и только сейчас решили прийти. То есть сейчас наши пациенты достаточно грамотные, они хорошо в этом разбираются, поэтому эффективность лечения бесплодия стала выше, чем это было несколько лет назад. Хотя тренд по мужскому здоровью, конечно, немножко так действительно волнует и тревожит. Поговорим, продолжим тему дальше после рекламы, не переключайтесь. Итак, мы продолжаем тему и размышляем, что такое женское счастье. Ферая Маратовна, что еще беспокоит? Оно не то, что беспокоит, но я хочу сказать, что вот правительство нашей республики, и вообще респект нашему правительству, мы всегда впереди планеты всей. Мы сейчас, есть такой подарок, я считаю, для наших молодых людей, которые приходят, регистрируют брак, вступают в новую жизнь, они имеют возможность прийти и проверить свое репродуктивное здоровье. Мы вот начали этот сертификат. Это после штампа в паспорте или до? Вы знаете, это не имеет никакого значения. Вот они решили, подали документы на регистрацию брака, они уже могут прийти и обследоваться. И этот сертификат у нас работает с октября месяца, и я могу сказать, что вот пока не так много пришли молодых людей и девушек на обследование. Это бесплатно. Да? Это отдельное обследование мужчины, обследование женщины. Но, к сожалению, вот так немножко печально нам становится, потому что сказать, что наши молодые люди все здоровые, вот такого я, к сожалению, сказать не могу. Может, все-таки нужно делать до похода в ЗАГС, как вы считаете, чтобы люди потом уже осознанно понимали, что у них, возможно, в браке могут быть такие проблемы, такие. Не хотелось бы, мне тоже стали говорить, может, они потом не будут регистрировать брак. Нет, но не хотелось бы, чтобы это стало причиной. В конце концов, у нас есть пары, где там однозначно, скажем, мужчина не может иметь детей, но это не повод к тому, чтобы брак распадался. Но то, что о своем здоровье нужно знать, это, безусловно, очень важно. И я еще одну маленькую деталь добавлю. Когда мы приходим к этим молодым, брачующимся людям, и я им рассказываю про этот сертификат, я всегда им говорю одну фразу. Я всегда
призываю женщин взять своего молодого человека и привести, потому что женщина определяет здоровье мужчины, но мужчина определяет счастье женщины. Хорошая фраза. Переключаемся дальше к пункту списка из женского счастья самореализация, о котором мы говорили сегодня. Особенно важно, ну, наверное, для молодых точно, да, которые сегодня сначала выбирают, а потом, как мы говорим, после 40, да, мечтают завести детей. У нас тут очень НЖ, Лейла, Софья, тут, в общем-то, продвинулись до замминистра, да, до большого... Не знаю, до чего я продвинулась, до самореализации. Движения национального, очень интересно, НЖ-блогер, достаточно жесткая конкуренция, в принципе, Лейла существует, да? То есть вот насколько самореализация сегодня легкий путь, да, женщина, если бы вот НЖ, вы были мальчиком, вам было бы легче или сложнее? И как сегодня, ну, в принципе, учитывается гендерный подход в профессии? Вы знаете, мне сложно сказать, если бы я была мальчиком, было бы мне проще или сложнее, потому что, когда я разговариваю с коллегами, они тоже говорят, вот если бы я была девочкой, мне бы было проще. Я одно могу сказать, как-то уже это озвучивала мысль, что когда я заканчивала наш Казанский университет, были определенные преференции у мальчиков при поступлении в аспирантуру, собственно, поэтому я поехала в Москву и поступила в аспирантуру туда. Мне кажется, что здесь скорее зависит от личности, от самого человека, а не от того, к какому полу он принадлежит. То есть, в принципе, вы говорите о том, что сегодня гендерное равенство абсолютно есть, и вопрос конкурентоспособности личности. То есть все зависит от того, насколько у тебя есть потребность, видишь ли ты цель, и как ты к этому относишься. И в этом смысле мне приятно наблюдать, что мы говорим о самореализации не только условно с 20 до 35 лет, что можно и в 40 лет, и в 50 люди начинают совершенно новые какие-то уникальные проекты и продвигаются в этом смысле, потому что на протяжении последних 30 лет как раз вот увеличилось, мне кажется, что нам подарили вот эти активные 10-20 лет жизни. Ну, например, женщине к 40 лет уже взрослеют дети, и она получает возможность в 40, в 50, в 60 лет заниматься какими-то еще делами. Дополнительно реализовываться, да, полноценно? Или наоборот, женщина реализуется до этого, а в 40 лет рожает и занимается детьми. Ну, то есть, как бы вариантов здесь на самом деле очень много. То есть как-то на балансе. Это 10-20 лет там, 10-20 лет там. Софья, вот смотрите, в Министерстве по делам молодежи, сколько ему лет? 5, 7? 5. 5, да? То есть всегда министр мальчик, замы были тоже мальчики. Наконец-то тут появились много замов женщин, да? Да. Да. Алла Кондратьева, вы появились, помощницы, да, прекрасная представительница прекрасной половины, хотя бы сейчас мне, наверное, Фаина Раневская, боже мой, сказала бы что-нибудь, не говори так никогда. Насколько вам сложно было... Учитывая, что вы мисс Казань, я понимаю, что были, наверное, какие-то вопросы иногда, и, может быть, вы читали статьи в СМИ. То есть, да, до сих пор читаю. До сих пор читаете. Как вы стали замминистра? Вот давайте всем ответьте, как вы стали замминистра. Насколько сложно было? Наверное, один из таких основных факторов – это, конечно, мое образование. У меня 4 высших образования. 4 высших образования, если что. Те, кто комментирует и задается вопросом. Да, для меня действительно это очень важный фактор саморазвития и самопознания. Но что очень интересно по нашему министерству. Прежде чем прийти на программу, я знала о том, что будет тема «Счастье для женщины». И задала вопрос своим девочкам, которые работают в министерстве, ну и главным женщинам, своей маме и своим сестрам. И самое интересное... Говорили о гармонии, о материнстве, нас 6 детей в семье, говорили о том, как можно себя реализовать в карьере. Но мне очень понравился один пункт, который прослеживался у всех – самопознание. То есть, когда ты сам в себе нашел это счастье и несешь в карьеру, четко знаешь, чего ты хочешь, несешь в семью, к милому, да, уже с счастьем, потому что там вряд ли найдешь счастье, если со своим не придешь, к детям, своим примером и так далее. И мне очень понравился этот пункт, и я, пожалуй, его прям так даже записала сегодня себе в заметочке, то, что не только саморазвитие, а именно самопознание и умение анализировать прежде всего саму себя. Ну, насколько сложно выживать в такой жесткой конкурентной среде? Непросто. В чем непросто? Непросто, потому что, во-первых, мой характер, он достаточно мягкий, и мне очень сложно быть жесткой, мне очень сложно быть руководителем, но, тем не менее, я стараюсь и не скрою того, что
Я уже очень много лет работаю с психологом, чтобы поддерживать свое такое постоянное эмоциональное, хорошее, здоровое состояние. И чтобы уметь распределить ресурсы и на семью, и на карьеру, и на семью, в которой я родилась, и на семью, которую я создаю вот буквально в скором времени. Поэтому здесь вот очень важно... Это семья создается. Вам к Ферай Маратовне. Я всех нашли. Да, высокая высокая у Софьи в органах власти. Вам там тоже, я так предполагаю, не легче. В чем ваша конкурентоспособность? Ну, смотрите, я на самом деле, вот опять-таки все исходит из характера. Я в детстве себя ощущала больше мальчиком, чем девочкой. Мне казалось, что я пацанка, и вот мне нравилось общаться с ребятами, баскетбол, вот это все, вот эта вот дворовая жизнь. Именно с ребятами со школы мы все время выходили куда-то и ходили. И когда ты повзрослела, во мне появилась женственность. И сейчас, когда я что-то делаю, у меня есть 2 пункта. Я могу быть чуть-чуть женщиной, а чуть-чуть мальчиком. И таким образом, да, этими моментами я мудро выбираю путь. По-женски мудро управляете. Да, да. И таким образом получается добиваться своих целей. Ага, хорошо, потом задам вопрос. Что это, да, НЖ с Лейлой поспорить решили. Вот, и я думаю, что конкуренция особо ты не чувствуешь, ты сам над собой работаешь. Ты как бы растешь над собой каждый раз. И я стараюсь не следить за другими блогерами для того, чтобы не иметь возможности копировать, быть похожим на них. То есть я выбираю именно только свой путь и иду. И главное в этом деле, я считаю, что это активная жизненная позиция, которая во мне есть, этот огонь. Спасибо, Гульнар Фатовна. Прежде чем задать вопрос по поводу традиционно, как современная женщина становится хранительницами очага, да, с главными задачами, но все-таки вот в Академии, в Институте истории имени Шагабуддина Марджани, Академии наук Республики Татарстан, сколько женщин-докторов? Меньше, чем мужчин однозначно, и достаточно много, большая разница. 20 на 80%, да? Примерно? Ну, что-то примерно, наверное, так. Может даже меньше. Да. Насколько вам было сложно стать доктором социологических наук, доказать, либо все это происходило, как вот НЖ говорит, достаточно быть просто мощной, сильной личностью, с хорошим самореализацией, с хорошими амбициями, либо все-таки вам было сложнее пробираться, подниматься по социальному лифту? Вы знаете, нет, на самом деле для меня это не было проблемой. Я более того скажу, что это не является проблемой для большинства российских женщин на самом деле. Почему? Я хочу вам напомнить о том, что в 70-х, 80-х годах на Западе возникло женское движение, феминизм. И когда распался Советский Союз, некоторые идеи этого феминизма стали проникать тоже в наше российское общество. Социологи, антропологи стали проводить активные исследования, работать, изучать статусы российских женщин, положение, мнение, самочувствие женщин. И надо сказать, что вот, несмотря на то, что эти теории получили очень большое распространение на Западе, сам феминизм и разные научные теории, они не получили такого большого признания, распространения у нас в нашей стране. Объясню почему. Да и само движение, в общем-то, не получило большой поддержки, а потому что... Есть один такой очень известный, достаточно известная женщина, американский антрополог Маргарет Мид. Она говорила о том, что очень много вот на роли мужчин и женщин очень сильно влияет культура общества. И надо сказать, что вот, мне кажется, как раз вот феминизм не прижился на нашей российской почве еще и потому, что у нас понимание положения женщины и понимание того, как женщина должна строить свою карьеру, что значит для нее семья, она очень специфичная для нас. Российская женщина, она очень такая многогранная, и для нее проблема соперничества и конкуренции с мужчиной – это не проблема на самом деле, как мне кажется. Это проблема скорее для Запада. И для мужчин. И для мужчин, да. Да. И я думаю, что это как раз вот тот культурный код, который показывает вот нашу специфику, да? Который нас объединяет и сохраняет нашу семью, сохраняет здоровые отношения между мужчиной и женщиной. И поэтому я когда строила свою карьеру в науке, я не чувствовала какого-то соперничества со стороны мужчин. Я делала свою любимую работу, я занималась своей любимой наукой. А может, наоборот, легче было? Потому что вы женщина, красивая, привлекательная. Хочется, чтобы вот женщин-историков было больше, докторов.
Может быть, наоборот было? Ну, вы знаете, на самом деле я защищалась в Москве, в Институте социологии. Это совершенно другая аудитория была. И, в общем-то, каких-то там привилегий я не чувствовала, но и каких-то препятствий тоже, в общем-то, нет. Я думаю, что тут это как настроена женщина. Хорошо, Инжи, возразите, потом мы, потому что переключимся на новость Татарстана. Я даже не возразить, а хотела скорее дополнить Софьи и вот вас дополнить, потому что мне кажется, что все-таки нужно различать. С одной стороны, когда мы говорим про власть, и, собственно, есть институты, которые, они патриархально устроены. Что имеется в виду? Есть определенные законы, которым ты должен соответствовать. Соответственно, если ты как бы во властной структуре, если у тебя нет характера Лейлы изначально, то тогда еще и 5 детей, маленьких, да, тебе нужно то уходить тогда на ты больничку. подстраиваешься и ты учишь этот язык политики, в данном случае язык науки. Ты его он либо тоже, учишь, либо он тоже мужской, либо если нет. мы так говорим, да, и в этом смысле это про то, как мы можем осваивать разные языки. Но женщина очень способна, она может и на том языке, и на другом, и на третьем. И мне кажется, что вот речь скорее об этом. И приведу маленький пример. Да. Приведем пример после новостей Татарстана. Не переключайтесь, о женском счастье поговорим в 20 часов. Еще раз добрый вечер. Ток-шоу «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Пытаемся мы завершить эту праздничную 8-мартовскую неделю определенными итогами. И сегодня разговариваем с нашими прекрасными гостями на тему, ну и ищем ответы на тему, что такое женское счастье. Остановились мы, Гульнар Фатовне, я пыталась задать вопросы и не договорила. Все-таки всегда был такой определенный стереотип. Женщина – хранительница домашнего очага. Так было у наших бабушек, прабабушек. Это как нам впитано, наверное, наш генетический код в том числе. Насколько сегодня современное поколение женщин уходит от этого стереотипа? Я думаю, не уходит, а наоборот даже возвращается. Вот вообще такая есть тенденция, мне кажется, в нашем российском обществе возвращение к традиционным ценностям. Ценности семьи, детей, своих близких. Вы знаете, когда мы проводим наши социологические опросы, мы задаем нашим респондентам вопрос о том, что для вас самое главное. И вы знаете, и мужчины, и женщины отвечают, прежде всего называют семью. Это то, что вот действительно нас отличает, наше общество, российское общество, что семья все-таки для нас очень важна. И, как правило, наши респонденты говорят о том, что они прилагают всяческие усилия для того, чтобы поддержать семью, зарабатывают деньги, вкладывают в образование своих детей. А женщины стремятся работать и совмещать не только домашние дела, но и выполнять какую-то профессиональную работу. То есть я хочу сказать, что вот, действительно вот эти вот традиционные ценности, вот они приобретают сегодня какое-то особое звучание. Но при этом женщина не только хранительница домашнего очага, да? Мы говорим про то, что... Вот блиц-опрос. Что готовит Светлана Михайловна после заседания в парламенте? Готова ли приготовить ужин, Светлана Михайловна? Я, во-первых, не готова, а я каждый день готовлю ужин. Так, и в выходные, я всегда говорю, что в выходные, у нас есть традиция, каждые выходные мы готовим или блинчики, или оладушки, или сырники. Хорошо. Что готовит доктор социологических наук после работы над историческим проектом? Я люблю баловать свою семью татарской кулинарией, татарским блюдом. Вы готовы это делать вечером после работы? Нет, это делаю, как правило, в выходные. Вечером не всегда получается. Но стараюсь готовить что-то очень вкусное, необычное. Что готовит культуролог? Вы знаете, у нас в семье мы едим только свежеприготовленную пищу, поэтому вот татарские блюда и что-то такое мы готовим по выходным, а вечер, как правило, бывает либо простая еда, ну, типа гречневой каши, либо паста, поскольку она готовится 15 минут. Вот время, да? Время. Что готовят блогеры? Инстаграмную еду. Запрещенных феминистских организаций, ту, которую хочется выложить. Ну вот вопрос такой. Из-за того, что женщины, приходя с работы, готовят еду на всю семью, да, убираются, уют делают. Наверное, поэтому у нас так мало женщин, кто-то и в правительстве, и где-то карьерной лестнице, потому что они все могут совмещать. Работают на 2 работах. Это и есть вот такой вот момент спорный для меня, что женщина, почему она не может везде светиться. Все-таки блогеры готовят, нет? Готовят, конечно, я обожаю готовить. Я фудблогер же еще, я обожаю готовить. Конечно. Хорошо. Женщины функция, она может, это мужчина может выполнять только одно задание. А мы Женщина может готовить, мыть полы, разговаривать по телефону, еще смотреть, как ребенок уроки делает. Хорошо, Ферая Маратовна, что готовит? Ну, я тоже каждый день, наверное, не готовлю вечером, но в выходные очень люблю. У меня фирменное блюдо – это кыстыбы.
Так, а нет такого желания просто полежать, отдохнуть в выходные, отправиться в какой-то активный отдых? То есть не считаете ли вы это дополнительной работой? Нет, я сейчас уже как бы в таком возрасте, что мне по выходным я работаю бабушкой. То есть ко мне привозят всех, и поэтому и это самый прекрасный отдых на самом деле. Фирменное блюдо замминистра по делам молодежи. Кстати, я училась на повара. Я на самом деле очень... Так, еще 4 высших образования, повар. Я очень люблю готовить. Мое фирменное блюдо – это блинчики с мясом. А вообще, ну просто такая медитация, каждый день приходишь, что-нибудь готовишь по рецепту, то, что найдешь, что понравилось. Ну, в общем, это не сложно, да? Нет, то есть нет. Это не нагрузка, это удовольствие. Это не сложно. Действительно относится как медитации к отдыху. Конечно. А еще, если ты привлечешь всех членов семьи, вот у меня мама, например, когда готовила пельмени, мы все вместе, и она каждому находила свое занятие. Да, это очень так. Что, смотря как ты к этому относишься. Хорошо, вспоминаем наших замечательных Клару Цеткин, Розу Люксембург, как выступление, да, точнее, борьба за свои права женщин. Сегодня, вот так, находясь так на цветочном облаке, вот нам еще сегодня цветы продолжают дарить наши мужчины ТНВ. Чего сегодня добились женщины? Все-таки давайте посмотрим, вот, в принципе, и чего нам еще нужно добиваться. Вообще, нам за что-то нужно сегодня бороться? Тишина. Я первый раз такое на программе вижу. Нет, а вообще, наверное, мне вот не нравится слово «бороться». Зачем бороться? Мы должны мирно, дружно идти к тем счастливым понятиям. Лавировать, да. Женщина для этого и существует. Где-то уметь помолчать, где-то уметь сказать правильно, где-то у нас другое оружие, свое, да? Конечно, свой твердый характер. Для этого мы и женщины, чтобы уметь лавировать, правильно вы говорите, не надо бороться. Надо уметь находить гармонию во всем. Хорошо. Лейла, мы должны бороться? Если да, то за что? Я вот, если честно, вот никогда не чувствовала эту борьбу с мужчинами. Всегда наравне. Не, на что раз с мужчинами-то? Нет, я не только с ней. Я не только с ней. Конкуренция с женщинами, это да. И вот, например, взаимопонимание женская солидарность. Вот это надо взращивать. То есть вы за объединение? Да, чтобы у нас было всегда. Ты даже когда читаешь посты какие-то спорные, ты видишь, что женщина, она больше агрессивно относится к другой женщине. Она будет защищать, возможно, мужчину, но будет к женщине относиться таким пренебрежением. Поэтому хочется, чтобы женщина все-таки как к сестре, как, не знаю, соратнику относилась к другой женщине. Заединение женщин, да. Говорит сегодня. Да. Хорошо. Фирая Маратовна, за что боремся? За женское счастье. Хорошее. И плавно переходим к тому, а что такое женское счастье? Вот действительно. НЖ как раз разговаривали, у нас было замечательное бурное обсуждение во время новостей Татарстана. И вот НЖ сказал, слушайте, мы хотели говорить о женском счастье, а в чем оно? Ну вот я могу сказать, женское счастье – это свобода. Свобода выбирать партнера, свобода выбирать, чем хочет она заниматься, свобода выбора одежды даже. Это вот для меня самое важное. Свобода передвижения тоже, свобода самореализации. Вот все это для меня женское счастье. Ну, это же достижимо, это, в принципе, это сейчас есть? У нас здесь, да, я очень рада, что мы живем в Татарстане, и здесь все вот эти вот ключевые моменты, они все есть. И для меня счастье находиться здесь, потому что реально женская свобода, здесь она уважаема, и она дается в полной мере. Мне кажется, счастье – это какая-то такая категория, которая, она внутренняя, она изменчива. То, что делает меня сегодня счастливой, не факт, что будет делать счастливой через какое-то время. И мне кажется, счастье состоит в том, что умение слышать себя. И вот мы говорим, что есть определенные стереотипы представления о счастье. И, собственно, вот этот опрос, который был представлен в самом начале, это и есть стереотипное представление о счастье. Женское счастье – это семья. Но так бывает, что женщина не хочет иметь семью, но она счастлива при этом. Она может не хотеть иметь Мерседес и квартиру, а лет через 10 захотеть это. И мне кажется, счастье – это тогда, когда ты в ладу сам с собой, в гармонии, слышишь, что тебе хочется, и кстати, быть свободным и от стереотипов тоже. Потому что у нас все-таки есть определенные, скажем так, и культурные вещи, которые определяют наше внутреннее самочувствие. Но это, например, как я должна выглядеть, где я должна реализовываться, что у меня должно быть и чего у меня не должно быть. Вот мне кажется, вот так. Вспомнила сейчас фразу, да, «Доживем до понедельника». Счастье – это когда тебя понимают, да? В принципе, такое простое человеческое счастье. Гульнар Фатовна, а для вас что женское счастье? Ну, я соглашусь с коллегой, что действительно вот женское счастье – это, наверное, гармония. Все-таки гармоничная жизнь. На самом деле счастье, наверное, у каждой женщины, оно разное.
оно такое многоликое, это счастье, женское счастье, но все сводится как раз вот к этому вопросу о гармонии. Гармонии внешнее, внутреннее, отношения с миром, с окружением. Вот, наверное, на этом строится оно, это женское счастье. Светлана Михайловна задумалась. Нет, потому что я сразу сказала, что женское счастье – это, наверное, гармония. Это вообще счастье, это гармония. Самое частое слово, по-моему, в сегодняшней программе. Да, гармония, это баланс. Ну, во-первых, мы должны сами себя любить. Женщина, если любит себя, она любит и всех окружающих. И к ней будут тянуться и счастливые мгновения, и счастливые... Наверное, счастье – это мозаика, да, которая состоит из разных частей, но все равно природу не обмануть. Женщина создана для материнства. И для меня счастье – это быть мамой, воспитывать детей. А дети – это все равно семья, это и работа, и благополучие. То есть, опять-таки, гармония. Хорошо, Фера Марковна. Ну, ничего не скажу нового. Все то же самое. Просто я вот говорила вначале, что я проводила такой блиц-опрос тоже среди своих знакомых, и мне один мужчина сказал, он говорит, это, конечно, очень, может, аллегория такая, ну, не очень красивая. Он говорит, ну, вот я представляю это как табуретку, у которой есть 4 ноги. Так. И вот одна нога будет короче, она будет заваливаться. То есть надо, чтобы все вот эти вот составляющие, которые, в принципе, как бы опрос и показал, то есть, ну, не обманешь, да, то есть они примерно все распределились, вот эти составляющие, примерно в одинаковом проценте. Вот надо, чтобы вот этот вот стол, табуретка, это гармония, назовем это как раз вот это вот гармония, чтобы это все было абсолютно в равновесии, то есть чего-то не будет хватать, значит, не будет полного женского счастья. Но вообще счастье, в принципе. Вообще, я, когда вы сказали о теме передачи, я думала, а есть вообще женское счастье, материнское счастье, мужское счастье, человеческое просто счастье? Наверное, все-таки на самом деле это все примерно одно и то же. Это действительно гармония с собой, с внешним миром, с окружающим, с своими близкими, с родными, со своим здоровьем. Хочу сказать, что я как врач хочу сказать, что счастливым может быть только здоровый человек. Поэтому здоровье в этой тоже очень важная составляющая. В этой табуреточке это тоже еще присутствует. Что счастье для человека с министерским практически портфелем? Ну, вообще очень сложно сейчас уже подводить такой итог. Я абсолютно согласна с каждой девушкой. Да, это прежде всего и свобода, и гармония. Но я хотела бы назвать еще 4 составляющие своего счастья. Так. Но это такое мое внутреннее состояние. Хорошо. Я понимаю, что есть определенная энергия. И счастье – это энергия. А вот моя энергия, она всегда состояла и состоит из ментальной, когда я постоянно могу развиваться, читать, и это мое материальное благо. Это физическая энергия, то, что я могу двигаться, то, что я могу гулять, то, что я могу заниматься спортом. Это социальная энергия, то, что я развиваю свою эмпатию и могу чувствовать не только себя, но и своих близких, и понимать, как мне сделать так, чтобы быть лучше для них. И, конечно, это духовная энергия. Это не только театры, музеи, а прежде всего то, что я могу обратиться к Богу и чувствую в этом свою опору. Вот когда все эти 4 типа энергии у меня в сборе, я сама для себя четко ощущаю, что я счастлива. Поэтому здесь и гармония, и свобода, и вот такие вот... Подытожила большие, вот, да. В принципе, Софья, все наши пожелания. При этом интернет, я сейчас как раз обращаюсь, наверное, к Анже и Леле в этой ситуации. Интернет-стереотип, о чем мы говорим, в принципе, о стереотипах, да, Анже больше всего как раз говорил об этом. Интернет транслирует нам что? Да, включая в запрещенных сегодня социальных сетях. Что транслируют соцсети? Как этому противостоять? И насколько вообще серьезное влияние они имеют, в принципе? Ну вот если даже брать маски, улучшающие качество лица женщин, да, или даже взять искусственный интеллект, который может изобразить женщину, то уже видно, как это все смещается в неправильную сторону, что есть какие-то формы, которые вот это идеал, который приписывают нам даже эти машины, и мы понимаем, что с этим надо бороться, надо показывать, вот, что мы разные. Да, мы разные. Есть с чем бороться. Есть чем бороться. Да, мы разные, и мы имеем право быть разными абсолютно. И главное, чтобы дети, которые, девочки сейчас растут, они были психически готовы к тому, что это будет их борьба, скорее всего, потому что мы видели себя без фильтров, мы знаем, а они могут уже себя такими не воспринимать. Вот эти моменты то есть фактически не воспринимать собственную жизнь и себя, и жизнь в реальности, да? Ну, то есть мы видим... Мы говорим вообще о том, что глобализация и современная массовая культура, они накладывают определенные требования к женщинам в разных совершенно сферах. Это может быть от того, как ты должен выглядеть в каком возрасте, где как можно показываться, где как нужно реализовываться и так далее. И мне кажется, здесь вот есть такой
даже не конфликт, а противоречие со свободой. То есть, с одной стороны, казалось бы, уже не такая патриархальная культура, да, вот мы в каком-то смысле свободны выбирать, мы можем приобрести себе такое, другое, но вот когда есть внутреннее понимание, что ты хочешь, то тогда все будет хорошо, и можно, ну, как бы не бороться, ты понимаешь, что в этом океане интернета, условно, мы можем как-то находить то, что будет являться опорой. И здесь есть несколько контекстов. Это наша цивилизация, это наше государство, это наш регион, это наши семьи, это наши родители, бабушки. И это то, на чем мы воспитываемся. Это, например, наши сказки, мультфильмы, фильмы, потому что именно они закладывают тоже, как вот эти маленькие камешки, кирпичики, да, вот это в то, что мы называем личностью. То есть зрелую личность, которая, в принципе, конечно, потом адекватно может воспринимать. И когда мы, например, вот я вспоминаю просто в своем детстве, мы сидели и вместе с родителями обсуждали, родители комментировали телевизор, да, то, что мы видим. Сегодня, как правило, все-таки интернет дети смотрят одни, и нет рядом человека, который, например, просто высказал бы даже свою точку зрения, не запретил и выключил, а был бы рядом и просто сказал, а как он видит это, то, что как бы там происходит. Мне кажется, вот... Хорошо, спасибо. Мы прервемся на рекламу, потом продолжим. Мы продолжаем, у нас тут близимся к концу, поэтому один такой вопрос. Девочки, какие обязанности мы могли бы мужчинам передать свои? Инжи? Я бы ничего не хотела передавать мужчине. Мне кажется, что мужчина и женщина – это партнеры, и они просто, когда чувствуют друг друга, на подхвате. Людмила Михайловна. Я думаю, что мужчина просто должен любить женщину, и какая бы женщина сильная ни была, он ей должен показывать, что она слабая женщина, и гвоздь забивать, и руку подавать, и быть добытчиком. Вот это, какие были обязанности мужчины, они должны остаться, а женщина должна быть просто сопровождающим его женщиной. Опять партнеры, да? Опять партнеры. Феррая Маратовна, вы? Я полностью согласна. Мужчина просто должен быть мужчиной. И, между прочим, женщина становится женщиной в присутствии мужчины, а мужчина в присутствии женщины. Так что быть мужчиной, и будет все хорошо. Хорошо. Сейчас удивительно проголосовала наша телевизионная аудитория. Перед тем, как мы вручим вам наш подарок к 8 марта, подведем итоги соцопроса телеаудитории. Итак, голоса распределились таким образом, что все-таки «милые рядом». Этот вариант предпочла телеаудитория. 36% максимальное количество из всех вариантов ответов. 33% были бы дети рядом на втором месте. И 30 – квартира, машина, бриллианты, а желательно все вместе и сразу. Вот такое голосование телевизионной аудитории, мне кажется, как-то оно более сбалансировано, да, в принципе, получилось, чем то, что происходит в интернет-аудитории. У меня по сценарию был, что этот вопрос задам я. Потом я подумала, ну как я могу задать этот вопрос? Поэтому мы пригласили сюда замечательного певца, молодого, красивого, который и с подарком к вам пришел, и... Мне кажется, и вопрос задаст Ильгиз к нам у нас в гостях сегодня в нашей праздничной программе. Хорошо, что мы о мужчинах не разговаривали, Ильгиз. Хайрлы киш. Во-первых, всех вас, дорогие женщины, с 8 марта поздравляю. А во-вторых, знаете, я вот тут сидел, долго вас слушал. Вы так красиво и много говорили, что я, как мужчина, пытался вас разгадать, понять вас, но как... мужчина, я запутался к концу окончательно. Чего вы от нас хотите? Все-таки, женщины, я хотел вас спросить, чего хочет женщина? Женщина хочет женского счастья, спокойствия, любви и понимания. Счастье, еще раз счастье. Которое мы примерно понимали, из чего оно состоит, да? Это вот... Из трех ножек, которые назвали. Ага, хорошо. Инже? Жить и мужчину. Какого мужчину? Не приблизительно. Будет сказано, с кем я рядом уже 20 лет. Сколько? Почти 20 лет. 20 лет в этом году. То есть у вас идеальный спутник? Я не знаю, идеальный, но да, я хочу быть с этим мужчиной. Вот какое замечательное признание, да. Лейла, вы 3 года с идеальным спутником. Обязательно. Да, чего вы хотите? Все, что хочу, есть. Вот самое главное, если я что-то хочу, оно у меня сразу бывает. Если у меня нет квартиры, значит, я этого просто не хочу. Если у меня нет путешествий, значит, я в данный момент этого не хочу. Но если что-то хочу, это сразу появляется в моей жизни. Поэтому созидать и просто хотеть, уметь желать. Вот, для женщины это самое главное. Так, Феррая Маратовна. Чего хочу?
Или... Да. Чего хотят женщины? Чего хотят женщины? Женщины хотят, чтобы были рядом мужчины, которые будут исполнять их мечты, как я понимаю, и их желания. Так, все-таки все равно на мужчинах держится, да? Конечно. Фундамент все равно где-то там. Софья, а вы о чем мечтаете, если не как замминистра? Я хочу быть здоровой и энергичной. То есть вот для меня это прям, я чувствую счастье, когда я энергична и здорова. Правда. И, конечно же, быть настоящей женщиной всегда рядом со своим сильным мужчиной. Все понял? Верю. Можешь сегодня поздравить присутствующих здесь. Я думаю, у тебя тоже есть замечательные, любимые женщины по ту сторону экрана. Завершаем 8-мартский марафон. Я, во-первых, хотел бы поздравить свою маму с 8 марта, свою бабушку, Актаныш района Ахун ауылы Сәвия Әбиге, Әбиевны құтлысым келе. И, конечно же, всех женщин с 8 марта. И хотел бы вам подарить свою песенку. Я, как здесь единственный мужчина среди женщин, так. Спою вам песню. Кетегеді, кірпіклерін сенің неге қара? Эйде. Кірпіклерін сенің неге қара? Көзлерің де қара болмағаш. Еш жүрекке неге отылары салдың? Ялқынында өзің янмағаш. Еш жүрекке неге отылары салдың? Ялқынында өзің янмағаш. Айда қари мен амың суғына, білген кебек менің ойымны. Кім тілемес деген яры білен, ғұмырлікке бірге болуны. Кім тілемес деген яры білен, ғұмырлікке бірге болуны. Светлана, кірпіклерің сенің неге қара? Көзлерің де қара болмағаш. Сүйем дейіп неге қолыңы бердің? Ғұмырлікке бірге болмағаш. Сүйем дейіп неге қолыңы бердің? Ғұмырлікке бірге болмағаш. Әйдері Светлана, мен шешек, сен көбелек. Әйді. Опа! Кірпіклерің сенің неге қара? Көзлерің де қара болмағаш. Еш жүрекке неге отылары салдың? Ялқынында өзің янмағаш. Янмағаш. Тарамнан. Айда кізер қыздар мұнда шығарып. Давайте, дискотеку устроим. Кірпіклерің сенің неге қара? Кірпіклерің сенің неге қара? Это был прекрасный подарок. Я надеюсь, что таким образом на ТНВ Татарстан завершается 8-мартовский марафон программой «Точка опоры» на телеканале ТНВ Татарстан. Благодарю всех наших прекрасных участниц. Благодарю Ильгиза за этот подарок. Сейчас мы немножко отдышимся. Ну а так всех еще раз с праздником. Пусть всегда в жизни будет счастье, и особенно женское.